Здравствуйте, настало время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова, и сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Кот на отдых. Ничего сложного, всех гостей оповестили. В стране это все, что ничего такого нет. Гостиницы, санатории и турбазы теперь пускают только по особым документам, но есть и те, кто уверяет, указ главы для них не писан. У нас не заставит внимание, пока мы какие-то позволим, что уж прямо совсем не пускать не было. Могут ли непокорный бизнес прикрыть? Подойдя поближе, увидел ее фотографию в траурной рамке, и стоят даты. Венок на день рождения. Тревожные звонки сменились фотографиями с траурной лентой и датой смерти жены и детей. Кто устроил слежку за уфимским предпринимателем? Поджигали автомобили, начинали, конечно, с мелкого, прокалывали шины, кидали кирпичи. Потерпевший винит бывших партнеров, задолжавших ему миллионы рублей. Выпил и сел надолго и за колючую проволоку. Не пить за рулем. Да и вообще. Рассеянность и самонадеянность здесь лечат раскаянием. Репортаж из колонии, где отбывает срок за смертельной аварии. Большая ошибка в моей жизни, которую я сделал. 10 лет на гребне Уфимской волны. Самое главное самое главное участие, а не победа. Радиостанция «Спутник ФМ» выявила победителей музыкального конкурса. Впервые призовой фонд – 1 000 000 рублей. После аномальной оттепели в Башкортостан возвращаются морозы. Синоптики прогнозируют гололед и заносы на дорогах. МЧС уже разослали предупреждающие СМС-сообщения жителям Башкортостана. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать предельную осторожность на дорогах. По югу региона ожидаются снегопады. Температура воздуха местами опустится до минус 15 градусов. А вот во вторник, 7 декабря, осадков не будет. Зато придут настоящие зимние морозы до минус 25 градусов. 98 человек с диагнозом COVID-19 находятся в больницах республики в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключены 12 пациентов. Такие данные опубликовал региональный Минздрав. Выявлен еще 641 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. У 64 жителей республики диагностирована внебольничная пневмония. За последние сутки болезнь стала причиной смерти еще 38 человек. Между тем, в республике перешагнули 2 миллиона рубеж по количеству вакцинированных. Активно прививается взрослое население. Прививку в возрасте 60+ получили свыше 500 000 человек. С начала декабря заселиться в гостинице Башкортостана можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Соответствующий указ подписал Ради Хабиров. Однако для некоторых ательеров прибыль оказалась важнее санитарной безопасности постояльцев. В этом убедилось контрольное управление главы республики. Азат Садреев продолжит тему. Несмотря на выходные, в гостиницах на берегу Яктыкуля немноголюдно. Популярные турбазы в ожидании горнолыжников и новогодних корпоративов. Но попасть на них гости смогут только после вакцинации и предъявления QR-кода. Так, вот смотрите, пожалуйста, вот у нас указ, все требования у нас есть по соблюдению. Вот он. Согласно указу, подписанному главой Башкортостана, пропуском в гостинице также служит справка о перенесенном заболевании или медотвод с действующим ПЦР-тестом. Ничего сложного, всех гостей оповестили. В стране это все, что ничего такого нет. Были случаи отказа от брони из-за отсутствия QR-кодов? Да нет. На данный момент ничего такого не было. У нас все, да, у нас спрашивали, и у нас есть QR-коды, все имеется. Как вы относитесь к таким требованиям? Вообще нужны ли они? Позитивно, конечно, если нужно всем вакцинироваться. Лично моя позиция здорова, мы вакцинированы все должны быть. Отелям поменьше приходится сложнее, номера свободные, но сотрудники связывают это с началом сезона и ждут гостей в ближайшее время. Персонал также прошел процедуру вакцинации. Спасибо большое. А вот частные гостевые дома не столь требовательны к постояльцам. Нарушения практически в каждом 4-м мини-отеле. Есть хорошо, нету, и ссылаются на то, что, в общем-то, гостевые комнаты имеют отдельные входа, и посетители якобы не пересекаются. Но данная, так скажем,
ситуация не снимает обязанности требовать сертификаты, справки и прочее, поскольку в любом случае где-то посетители будут все равно взаимодействовать друг с другом. Возможно, в столовой пересекаться, возможно, на территории отеля. У нас не заостряет это внимание, пока нам никаких указаний, что уж прямо совсем не пускать, не было. Указ главы Башкортостана оказался не писан для руководства небольшой гостиницы на окраине Белорецка. До горнолыжной базы отсюда несколько минут езды. И туристов администратор готова заселить без справок о вакцинации. Полный список отелей проверяющим передали в региональном госкомитете по туризму. И по итогам рейда не все объекты попали в зеленую зону. А в остальных гостиницах требуют сертификаты, прививки? У нас сейчас не требуют. Контрольное управление проверило порядка 20 гостиниц в Белорецком районе. И надо сказать, что в большинстве из них к ограничениям отнеслись с пониманием. Меры вынужденные на фоне распространения инфекции. Но вакцинация есть, но у меня у товарища нет. Только со справкой. Судя по количеству ключей у администратора, номерной фонд в этой гостинице занят лишь на 10%. Но в каждом постояльце сотрудники отеля уверены. Мы предупреждали, что с 1 числа будут, когда бронировали, то мы предупреждали, что, возможно, спросим мы. Вот, да, у них есть справка, что они привиты. Еще в одном отеле Белорецка администратор попросила предъявить QR-код о вакцинации сразу же, как проверяющий подошел к стойке. Нам тоже пришлось показать свои сертификаты. По словам персонала, после введения новых ограничений поток туристов снизился. У нас вообще должны были ребятишки заехать, горнолыжники, но в силу того, что у них нет прививок там и так далее, у тренеров и у родителей, многие сейчас отказывают, гостиница пустует. А вот бронь на новогодние праздники и зимние каникулы практически полная. Туристы оповещены о новых требованиях и условиях заселения. И в случае отсутствия сертификата о вакцинации еще есть время его получить. Следует отметить готовность граждан соблюдать указ. Соответственно, у многих людей, которые заселялись у нас на глазах в гостиничные комплексы, на руках были сертификаты, либо справки, либо медотвод с ПЦР. В целом ситуация достаточно стабильная. В Белорецком районе темпы вакцинации от коронавируса одни из самых низких в республике, а вот указ Радия Хабирова местные ательеры выполняют практически идеально. В большинстве случаев стать постояльцем гостиницы без QR-кода или медотвода от прививки не получится, даже несмотря на открытие горнолыжного сезона. Обо всех выявленных нарушениях контрольное управление доложит непосредственно главе Башкортостана. Азат Садреев, Вадим Исламов и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфимскому бизнесмену прислали траурный венок и фото семьи с датой смерти. За супругами и их детьми-дошкольниками установили слежку. Весьма странные послания предприниматель получал в течение года, но последняя посылка напугала больше всего. Ее прислали аккурат в день рождения. Кто стоит за провокацией и что могло стать ее причиной, выяснял Артур Шамсудинов. Подойдя поближе, увидел ее фотографию в траурной рамке. И стоят даты, дата ее рождения и следующая дата, 1 января 2022 года. Во время рассказа о жуткой находке у Антона Кузнецова словно ком подкатывает к горлу. Фотографию с датой смерти его живой супруги неизвестные подкрепили траурной ленточкой. И это послание красноречивее любых слов стало последней каплей. Чуть ранее бизнесмены уже подкладывали похоронный венок, а также фотографии, полученные в ходе слежки. Фотографии моей семьи, моих детей, машины наши уже показывают отдельно, как следят за моими детьми вот в детском садике, как они гуляют на площадке. Тоже фотографии эти положены были в почтовый ящик уже моей матери. Тревожные звонки стали приходить с начала года. В первый раз на его день рождения в виде договора об отчуждении части своего предприятия, а затем и на именины супруги. Эти снимки сделаны на заправках, в магазинах, возле подъезда и даже в детском саду. Остаться незамеченным в наше время практически невозможно. Камеры видеонаблюдения установлены повсюду. Только в этом дворе мы насчитали с десяток. 4 на парковке и еще возле каждого подъезда. Именно в их объективы и попали злоумышленники, когда оставляли послание для бизнесмена.
Подозрения сразу пали на бывших партнеров, с которыми Антон уже не первый год судится. У мужчины собственное предприятие по производству промышленного оборудования. Один из постоянных заказчиков, компания из Санкт-Петербурга, не оплатила поставленную технику. Общая сумма претензий составляет около 100 миллионов рублей. Я рассматривал людей из Санкт-Петербурга как инвесторов, а в итоге я получил таких недобросовестных, опасных инвесторов, которые мне только часть средств перечислили, малую часть перечислили в подтверждении намерений, а потом было предложение мне отсюда просто уйти. В сентябре, когда предприниматель узнал о слежке, он сразу обратился в полицию. Однако в ответ пришел отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления. После получения похоронной фотографии бизнесмен вновь обратился с заявлением в МВД. Данное происшествие зарегистрировано в отделе полиции номер 7 Советского района города Уфы. Материалы для принятия законного решения в порядке статьи 145 Уголовно-процессуального кодекса России направлены в районный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан. Параллельно дело взял на контроль уполномоченный по правам предпринимателей. По его словам, это далеко не первый случай, когда бизнесмены пытаются решать проблемы в стиле лихих 90-х. Я знаю, что были примеры, поджигали автомобили, начинали, конечно, с мелкого, прокалывали шины, кидали кирпичи в окна, ладно, хоть не зажигательная смесь, как говорится, заваривали дверь сварочного аппарата металлическую у предпринимателя. У людей либо нет законных оснований, законных инструментов, чтобы получить эти деньги, они прибегают к различным другим инструментам. Недоброжелатели, помимо прочего, всячески тормозили работу на производстве, обращаясь во всевозможные инстанции с проверками. По словам предпринимателя, из-за недополученных средств сейчас он на грани банкротства. Мужчина надеется, что в этот раз правоохранительные органы все же отнесутся к странным посланиям серьезнее и предотвратят преступление, не дожидаясь, когда оно произойдет. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Азат Узбеков и Атхат Анваров. Итоги недели. В эти выходные башкирские полицейские вновь вышли на охоту на пьяных водителей. Наловили несколько десятков. Нарушители, которые бесстрашно рассекали под градусом, при виде людей в форме бросились в рассыпную. Кто-то поспешил занять пассажирское сиденье, а кто-то внезапно решил прокатиться в поле. С начала года в республике задержали свыше 14 тысяч нетрезвых водителей. При этом понятно, что поймали далеко не всех. Инспекторы ГИБДД усиливают рейдовые мероприятия. Проверки на дорогах продолжаются. Что творят люди за рулем в пьяном угаре, расскажет моя коллега Айгуль Хатыпова. Объясняю. Ну вот я полностью даю. Слушайте, внимательно слушайте. Сходство с экс-руководителем республиканской госавтоинспекции этого мужчины закончилось на имени-отчестве. О том, что садиться за руль под градусом строго запрещено, водитель явно не знал. Впрочем, признать свое нарушение автолюбитель отказался наотрез. Уверяет, употребляет он только безалкогольное пиво. Мол, в этот раз напиток оказался просрочен, поэтому и на аппарате такие цифры. Можно ли так говоришь? Я же не нарушил, конечно. А этому водителю, который едва стоит на ногах и с трудом поясняет, как он оказался в таком состоянии за рулем, алкоголь явно внушил непоколебимую уверенность в собственном обаянии. Но попытка договориться с сотрудником ГИБДД закончилась административным протоколом. Теперь нарушителю грозит штраф и лишение прав на несколько лет. Не согласен. Еще один нарушитель в Абзелиловском районе решил сбежать от инспекторов в поле. Вот только далеко уехать не смог. Догнали и задержали. В крови задержанного выявили почти 1 промилле. Это равносильно бутылке водки объемом 0,5 или паре баллонов пива. Машина нарушителя отправилась на штрафстоянку. Все. А этот водитель в Салаватском районе удивил инспекторов своей стойкостью при проверке. Алкотестер показал почти 1,8 миллиграмма алкоголя на литр воздуха. Это как минимум 1,5 литра водки в крови. Итогом такой поездки могла стать страшная авария. Погибшие и тяжело раненые. Но участникам дорожного движения повезло, предотвратили. За 10 месяцев текущего года в республике с участием нетрезвых водителей совершено 291 дорожно-транспортное происшествие. В них 61 человек погиб и 384 травмированы. Также отметим, что сотрудниками ГИБДД ежедневно проводятся профилактические мероприятия. Рейды организовываются во всех городах и районах республики.
При этом место дислокации каждого экипажа постоянно меняется. В них задействован практически весь личный состав госавтоинспекции. Похоже, что жесткие санкции за вождение машины под градусом не особо пугают водителей. Любителей прокатиться под шофе наказывают штрафом 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 лет. Повторное нарушение грозит уже выплатой штрафа в размере 50 тысяч и уголовным делом. Но несмотря на ужесточение наказания, говорят правоохранители, нетрезвых водителей за рулем по-прежнему много. И каждый из таких нарушителей – потенциальный убийца. Агуль Хатыпова, Марсель Бекташев. Итоги недели. В Башкортостане пьяные водители за неполный год погубили 61 человека. Различные травмы получили почти 400 участников дорожного движения. Но не только алкоголь может стать причиной смертельных аварий. Усталость, рассеянность и банальная невнимательность могут обернуться заключением под стражу. А те, кто стал преступником, сев за руль, в репортаже Лилии Курбановой. Скорая помощь приезжала. Там уже сказали, что она погибла. Смерть пассажирки минивэна констатировали на месте, в машине скорой помощи. Виновнику ДТП тоже понадобились услуги медиков, в том числе для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. За рулем легковушки, которая врезалась в попутный минивэн с пассажирами, был 26-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он пошел на обгон, но при перестроении задел другой автомобиль. На тот момент он был уже опытным нарушителем. В 2016 году мужчину ловили тоже за нетрезвую езду. Тогда обошлось только лишением прав. Никто не погиб, но, судя по всему, это ничему не научило. В 2016 году лишение было прав. За нетрезвое вождение, да? Да. А какие выводы вы сделали после этого? Не пить за рулем. Да и вообще. В колонию мужчина попал почти месяц назад. До этого СИЗО и попытки через суд выйти на свободу не удалось. Пьяному водителю назначили 5,5 лет колонии. К тому же он должен выплатить 600 тысяч рублей родственникам погибшей женщины. До трагедии Халил Зулкарнаев был вахтовиком. Сейчас он повар на кухне. Заключенные работают в том числе, чтобы гасить иски. На сегодняшний день у нас 160 человек содержится в учреждении. Более 1/3, а именно 61 человек, у нас сейчас содержится именно за преступления, связанные с происшествиями, допущенными на дорогах. То есть вы прекрасно понимаете, что это достаточно большое количество. Люди, как правило, не связаны до этого с криминалом, то есть все вели кто-то успешный образ жизни, кто-то чуть хуже, но тем не менее всех вот такие случаи на дорогах привели в наши стены. Не все, кто лишил жизни человека, считают себя преступниками. Алексей Журбенко до трагедии 3 года проработал водителем автобуса в Нефтекамске. На нем же избил человека. Мужчина говорит, пешеход попал в слепую зону. Еще и помешала погода. Погодный фактор тоже сыграл. Там очень солнце ослепительное было. Наказание должно быть. В любом случае. Но я думаю, было бы справедливо, если бы я работал и выплачивал деньги сам. А не так, чтобы меня изолировать из общества, и еще они деньги получили. Я мог бы сам отдавать деньги. Я не являюсь преступником, понимаете? Вот. Любой человек, самый честный, там, законопослушный человек в 1 секунду может стать преступником. И от него отвернуться, и будут как к уголовнику относиться. По словам мужчины, он пытался оказать помощь пешеходу. Скорая констатировала смерть. В историях заключенных не все так однозначно. Иван Федоров с места ДТП скрылся, но не сам. У молодого человека были сломаны тазовые кости. Рассказывает, что его увез сосед в ближайшее СНТ, чтобы на адрес вызвать скорую помощь. В той аварии погибла несовершеннолетняя девочка. Она сидела рядом с 18-летним водителем. Сзади еще 2, влюбленная пара. Последние были пристегнуты, а впереди, наоборот, проигнорировали ремни безопасности. ДТП произошло утром. Ребята катались всю ночь. Молодой водитель признался, что ездил без прав на управление легковым авто не 1-й месяц. Я спереди, можно сказать, никогда не пристегивался. То есть заклепку поставил, ремень даже не накидывал, и все. И ездил так. Это большая ошибка в моей жизни, которую я сделал. Опасаюсь сейчас вообще. То есть даже когда вот аварию совершил, то есть с больницы выходил, за руль ни разу не садился. Боязнь. Пока есть боязнь.
Этот страх остается не у всех, даже несмотря на сильные травмы после. Василий Корнев стал инвалидом. Около полугода после ДТП провел в больнице, а еще утверждает, что не помнит произошедшее. О смерти своей пассажирки, говорит, узнал тоже только примерно через 6 месяцев. На вопрос, кем была женщина, которая ехала с ним в машине, ответил только, что это была хорошая знакомая. Просто не верилось, и все, что что-то такое, да, произошло, что это как будто не со мной, как будто она еще жива. Даже дети, когда приезжали, они пытались что-то там заикнуться, сестра запретила говорить. Ну, думали, надеялись, что память вернется, сам вспомню, сам, может, даже что-то расскажу. Ну, в общем, этого не случилось, и до сих пор я не знаю, что было, как было. Меня сестра заставляла разговаривать. Я не разговаривал, просто лежал. Забыть о том самом страшном дне хотел бы каждый из этих виновников ДТП. Заложники ситуации, невнимательные водители или вовсе пьяные потенциальные убийцы. Их объединяет одно – все они не смогли вовремя остановиться, совершая смертельный маневр. Лилия Курбанова, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. В Башкортостане 2 крупнейших недропользователя причинили ущерб республике на 1 миллиард рублей. Одно из предприятий подало документы на банкротство, но, по словам чиновников, уйти от ответственности не получится. В правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам добычи полезных ископаемых. Как выяснилось, только с начала года выявлено более 100 компаний, действовавших без разрешения. Золотая лихорадка в ее худшем проявлении. Именно так характеризуют ситуацию чиновники в сфере добычи полезных ископаемых. Выкопанные траншеи, разбитые дороги и зачастую все это в непосредственной близости от населенных пунктов. Недропользователи от своей хищнической деятельности получают колоссальную прибыль, при этом практически ничего не отдают взамен. Государство недополучает налоги, страдают и жители. На комиссии было решено регламентировать их обязательства перед муниципалитетом, в котором и ведется разработка земель. Тут 2 подхода. Либо мы при заключении таких соглашений определяем сразу конкретные объекты, которые недропользователи должны финансировать, или какие-то работы в муниципалитетах, либо, как прозвучало это от представителей бизнеса, привязать эту социальную помощь к обороту или к прибыли, то есть процент. Этот вопрос мы еще будем дорабатывать. Колоссальный вред нанесли крупнейшие золотодобытчики, действовавшие в Баймакском районе. Ущерб от компании «Графская» предварительно составил порядка 400 миллионов рублей. А вот предприятию «Таналык» суд уже назначил штраф 600 миллионов. Владельцы попытались оспорить иск, а затем и подать на банкротство. Впрочем, уйти от ответственности будет непросто. Примечательно, что собственники у 2 компаний одни и те же. Данные предприятия вели добычу золота за пределами горного отвода, произвели уничтожение плодородного слоя земли. В судебного разбирательства было выявлено о том, что предприятие «Таналык» пытается, запущена процедура ликвидации. В связи с этим нами было предприняты обеспечительные меры на весь имущественный комплекс и на все регистрационные действия этого предприятия. Непосредственно собственники должны нести ответственность за нанесенный ущерб. Открытость и диалог позволят урегулировать конфликты на ранней стадии. В числе предложений было и регламентировать общественный контроль. Местные жители смогут сами формировать инициативные группы, которые станут наблюдать за деятельностью недропользователей. И последние будут обязаны с этим считаться. Этот вопрос назрел после недавнего инцидента в Абзелиловском районе с компанией «Восток», являющейся крупнейшей в России по добыче марганцевых руд. Конфликт возникает на неосведомленности, то есть какой-то произошел разрыв во взаимосвязи, и отсюда вот как бы этот конфликт. Сейчас этого ничего нету. Регламент социально ответственного бизнеса и регламент общественного контроля – это то, что впереди до Нового года мы сделаем. И сомкнуты в одном с общественностью будем уже работать. Координация всех органов власти и создание межведомственной комиссии, системные шаги по наведению порядка в сфере недропользования. Результаты уже налицо. По сравнению с прошлым годом выявлено в 1,5 раза меньше случаев незаконной добычи ископаемых. Впервые в республике создан реестр карьеров. Среди них 355 действующих и 96 заброшенных. По текущим нормам Санпина минимальное разрешенное расстояние разработки карьеров от жилых поселений всего 100 метров. Чиновники считают, что данные требования также необходимо пересмотреть. Артур Шамсудинов, Азат Ашбулатов и Константин Носов. Итоги недели. Настоящий криминальный боевик с перестрелкой и погоней с участием полицейского спецназа развернулся на северо-западе республики. Подробнее об этом, а также других новостях, без которых картина недели была бы неполной, в нашем дайджесте.
Стерлибашевском районе двое участковых приехали в дом к подозреваемому по уголовному делу. Полицейские должны были его задержать и доставить на допрос. Однако 52-летний преступник, будучи с подельником, во время сопротивления отобрал у сотрудника МВД пистолет, нанес огнестрельное ранение и скрылся. На задержание был брошен весь личный состав. Поиски заняли меньше суток, нападавших поймали и заключили под стражу. Участковый тем временем находится в больнице. С начала года в Башкортостане от отравления алкоголем умерли более 140 человек. Ради Хабиров поручил усилить борьбу с суррогатом. В республике вновь будут проходить рейды по выявлению точек продажи и производства контрафакта. На сегодня уже изъято из незаконного оборота около 15 тысяч литров алкогольной продукции. Общая сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей. В честь Международного дня инвалидов в Уфе открылся реабилитационный центр. В двухэтажном здании есть фитобочка, инфракрасная сауна, барокамера, приспособления для профессионального массажа и парафинотерапии. В будущем владельцы планируют открыть зал для занятий лечебной физкультуры. Почти все услуги для инвалидов бесплатные. В республике создан Центр семейного бизнеса, ставший вторым подобным учреждением в стране. В нем будут решаться специфические проблемы от наследования компании до налогообложения. Услугами смогут воспользоваться до 20 тысяч предпринимателей, открывших свое дело вместе с семьей. Башкирские депутаты также намерены ввести в правовое поле понятие «семейный бизнес». В Иглинском районе для дойки коров наняли робота. Ферма в селе Ленинское стала третьим в республике сельхозпредприятием, внедрившим высокие технологии. Машина делает все в автоматическом режиме благодаря датчикам. Система сама доит и отслеживает, сколько молока дала та или иная корова. Некачественное сырье собирается отдельно. Почта России запустила новогодний сервис, по которому дети могут отправить письмо Деду Морозу. Для этого необходимо прийти в любое почтовое отделение и бросить конверт с пожеланиями в специально украшенный ящик. Важно указать точный адрес: Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. Ну и, конечно, нужно не забыть наклеить марку, чтобы письмо дошло до адресата. Главный татарский театр Республики Нура отметил юбилей. 30 лет назад ему присвоили статус государственного. Впрочем, создан он был гораздо раньше, в начале 20 века. Поздравить актеров труппы приехали творческие коллективы и гости из Башкортостана и Татарстана. Ну а на сцене были сыграны отрывки из наиболее популярных спектаклей. Подарки победителям. Главный телеканал Башкортостана вручил призы участникам юбилейного телемарафона. Розыгрыш прошел в прямом эфире 21 ноября, в день рождения БСТ. Приятным сюрпризом для тех, кто провел этот воскресный день вместе с любимым телеканалом, стал розыгрыш 3 телевизоров. Кроме того, у зрителей была возможность получить и другие памятные подарки с символикой БСТ. 2 месяца назад у нас как раз телевизор сломался большой, который в зале стоял. С женой 2 раза ездили в магазин Белорецк, хотели купить, и кредит неохота было брать. И откладывали до декабря. Вот. В ноябре участвовали. Не ожидали, конечно. Поиграть просто думали. Выиграем, и выиграем. И выиграли вот приз. Еще один плазменный телевизор для просмотра передач любимого телеканала достался семье Нургалиевых. Поучаствовать в праздничной акции на БСТ супругам предложили родственники. Вот и получилось, что выиграли самый первый розыгрыш телевизор. Вообще радости много было уже. И нам звонили, мы уже всем знакомым звонили поделиться радостью. На этой неделе прошел финал юбилейного 10-го музыкального конкурса «Уфимская волна». На сцену Конгресс-холла Таратау в борьбе за гран-при поднялись 19 сольных исполнителей и групп. Причем в решающий раунд пробились не только представители Башкортостана. Организатор, радиостанция «Спутник ФМ», в честь своего юбилея учредила отдельный приз. А лучшего в номинации «Народный выбор» могли выбирать телезрители во время прямого эфира. Подробности у Эмили Басареева. Чудеса вокала и красочные выступления. Каждый номер конкурсантов, по сути, сценическая постановка. Исполнители использовали все свои ресурсы, чтобы удивить жюри. В решающем раунде нужно было показать и силу голоса, и умение держаться на сцене. Большинство финалистов «Уфимской волны» дебютанты. Но, как говорится, новичкам везет. Но в целом, я думаю, мы выложились на все 100%. Да, волнение побеждать не стоит, наверное. Оно даже иногда помогает, дает больше драйва. Это вообще ваше первое участие на подобных вообще конкурсах, фестивалях музыкальных? Я лично участвовал с другими группами, да, но вот с этим составом впервые мы так зажигаем, да.
Кто-то не в первый раз пытается взобраться на гребень музыкальной волны, а успех, как известно, любит упорных. Это моя третья попытка ворваться прямо на сцену Уфимской волны. В прошлом году почти получилось, мы стали финалистами. В этом году я решил просто получить удовольствие от участия, от выступления. И вот видите, получая удовольствие, можно дойти до финала. Я сам этому удивлен. В этом году на Уфимскую волну поступило более 300 заявок. В финал прошли 19 певцов и коллективов в разных номинациях. В числе конкурсантов были и дети. И на сцене не только представители Башкортостана. Попасть на музыкальный конкурс в столицу республики стремятся артисты из многих регионов страны. На конкурсе в Сибае «Голос за Урале дети» у нас была наставница Анет. Она тоже когда-то здесь участвовала. Скажи, что самое главное для тебя на этом конкурсе будет по итогам? Наверное, получить кайф и удовольствие. Неважно, получу ли я приз или нет, самое главное участие, а не победа. Однако удача улыбнулась Ангелине, и она стала лучшей в номинации «Дети от 9 до 13 лет». В честь 20-летия «Спутник ФМ» радиостанция учредила специальную номинацию, выбрав своего победителя – певицу Викторию Смирнову. Зрители могли также голосовать в прямом эфире за понравившегося исполнителя. Первое место в номинации «Народный выбор» заняла уфимка Алия Бадриддинова. Кстати, впервые отдельно прошел и кастинг ведущих гала-концерта. Им стал уфимец Никита Снежный. Конкурс в этом году получил поддержку фонда президентских грантов. Поэтому победителей ждала и весомая денежная награда. Помимо золотого скрипичного ключа, они еще и получают в этом году денежное вознаграждение. Это первое отличие от многих предыдущих лет. Самому главному победителю предполагается также скрипичный ключ и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Обладателем гран-при музыкального конкурса «Уфимская волна» становится Узорица! Выступление группы «Узорица» на 10-м конкурсе «Уфимская волна» члены жюри признали самым сильным. Коллектив получил главный золотой скрипичный ключ. А помимо денежной награды музыкантам вручили сертификат на запись песни в профессиональной студии. Эмиль Басареев, Шамиль Каримов. Итоги недели. Первые медали башкирские биатлонисты успешно провели выходные. Эдуард Латыпов в составе сборной России завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке на Кубке мира. Золото и серебро остались за представителями Норвегии и Франции соответственно. Еще один представитель Башкортостана, Антон Бабиков, дважды выиграл золото в рамках Кубка IBU. Уфимец стал сильнейшим в спринтерской гонке и масс-старте. С победой спортсменов поздравил глава республики Ради Хабиров. Много стартов подряд и сил не так много, поэтому было важно провести грамотно с точки зрения тактики. И сегодня многое удалось, что позволило выиграть, поэтому я сейчас надеюсь восстановить силы и в дальнейшем доказывать то, что достоин сражаться за свою страну. В копилке башкирского спорта новый чемпион Европы. В Польше завершился континентальный форум по мотогонкам на льду. В основной сетке соревнований победил Никита Богданов из Башкортостана. Он же оказался сильнее всех и в главном заезде дня. На второй строчке оказался швед Уве Ледстрём. Тройку призеров замкнул немец Лукаш Бауэр. 20-летний Богданов стал седьмым уфимцем, которому покорилось звание чемпиона Европы по мотогонкам на льду. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Всего доброго. До свидания.